Сильная женщина, в которой соединялись несгибаемая сила духа, мудрость и нежность. Была требовательной к окружающим и в первую очередь к себе. Сама старалась всегда соответствовать заданной высокой планке во всем. Конечно, это очень большая потеря. И я не знаю, удастся ли нам восполнить эту потерю. Ну, будем, конечно, стараться и продолжить ее дела. Теперь на нас уже двойная миссия уже возложена. Вся ее жизнь была посвящена работе. Она изучала абхазский язык, его диалекты, грамматику. Много внимания уделяла истории языка, его проблемам. Десятки научных трудов, которые приближали к самым истокам древнего абхазского языка. Но сотни часов труда, тысячи листов рукописей доказывали лишь одно. До выяснения всех нюансов древней истории абхазского языка пока далеко. Ученым есть еще над чем работать. Особо я хотел бы отметить именно тот послевоенный период, когда, в общем-то, сотрудники оказались ни с чем. Я имею в виду, значит, не было ни здания, ни крыши, ничего. И в этот период вместе с Владимиром Владимировичем Дарсали сыграли решающую роль, чтобы коллектив не распался, чтобы люди пришли на работу, и они придумывали всякого рода мероприятия, конференции, чтения там и так далее, и так далее. И вот таким образом они заново сколотили коллектив, и институт заработал. Я считаю, что это выдающееся достижение, и поэтому это надо помнить и знать. И Эмма Киамыновна работала, не покладая рук. Она всегда была там, где сложнее всего. В ее биографии множество страниц посвящены национально-освободительному движению абхазского народа. И даже тогда она не оставляла науку. Очень хочется, чтобы там их души уже на том свете, чтобы там они успокоились, чтобы они там почувствовали, что мы не остановились на том, что ими было достигнуто, что у нас идет продолжение, что мы дальше работаем с молодежью. Мы все, кто ее знал, все, кто работал с ней, глубоко скорбим, сочувствуем семье и родственникам. Десятки лет Эмма Киамыновна проводила семинары, куда приходили молодые ученые, делилась с ними знаниями и опытом. И считалось, если на том семинаре ты выдержал экзамен Килба, у тебя есть будущее. До последнего она мечтала выпустить 5-томник «Наследие» Умара Бейгуа. Более 10 лет она возглавляла этот проект. Первый том должен появиться на свет в этом году, но уже без Эммы Килба. Нисфа Аршбельдар Дамиров, Саида Гухава. Абхазское телевидение.